Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White и предлагаю обсудить новости уходящей недели, на которые я обратила свое внимание. 19 января Словения проснулась вся в снегу. Снег покрыл большую часть страны. И такого масштаба снегопад выпал впервые за эту зиму. На дорогах, конечно же, как вы и догадались, случился транспортный коллапс. Власти предупредили, чтобы люди в этот день избегали поездок на автомобилях, а также использовали качественную зимнюю резину и чтобы выезжали заранее на работу. Но коммунальщикам повезло, 20 января снегопад закончился и все дороги были убраны. Пришла плохая новость для люблянских бомжей. Люблянские бомжи могут остаться без своего социального центра помощи. Социальный центр помощи бомжам функционирует уже 17 лет в центре Любляны. Управляет этим центром Ассоциация добровольцев Винценского союза. Но сейчас собственник данного помещения отказывается продлевать договор с данным социальным центром. Кто же такой бессердечный владеет данным помещением, который не хочет продлевать аренду социальным центром помощи для бездомных людей? А владеет этим помещением Римско-католическая церковь. Здесь же поблизости находится женский монастырь, и монашки владеют данными помещениями. И они не хотят продлевать дальше договор аренды, ссылаясь на то, что они бы хотели сдавать свои помещения людям, которые будут продвигать их веру, которые будут заниматься молитвами или которые будут заниматься христианским образованием. Как объяснили монашки, они хотят отдать данное помещение людям, у которых будет основная миссия воспитания и образования с целью евангелизации, а также молитвы и богослужения. И поэтому люблянские бомжи могут остаться без помощи. Но сейчас уже и власти города подключились к данной проблеме и пытаются договориться с монашками. Но пока монашки не поддались уговорам и даже не приходят на встречи, ссылаясь на свою занятость. Кстати, на моем канале есть репортаж о люблянских бомжах. И там же я рассказывала об этом социальном центре, где бомжи могли прийти помыться, переодеться и пообедать. И это видео будет очень полезно посмотреть людям, которые планируют переезжать в Словению. Европейское статистическое агентство Евробарометр провело исследование общественного мнения и выяснило, что 93% словенцев довольны своей жизнью. И результаты данного статистического исследования были размещены на сайте правительства и на странице премьер-министра Словении Роберта Голоба. В заголовке данного исследования была размещена фотография, на которой сфотографирована русская семья. И словенцы были очень возмущены данной фотографией, потому что многие узнали эту русскую семью и писали негативные комментарии в адрес правительства и Роберта Голоба. Стыдили их в том, что они размещают в исследовании о словенцах фотографию иностранцев. И многие словенцы в комментариях также писали, что они недовольны своей жизнью и не участвовали в данном опросе. И большинство из них вообще впервые слышит о данном исследовании. На этой неделе Австрию посетил Арнольд Шварценеггер. Если вы еще не видели моего видео про Арнольда, то советую вам посмотреть, перейдя вот по этой ссылке. Он прилетел на благотворительный аукцион и для этой цели привез свои люксовые часы марки Audemars Piguet. Но при въезде в Евросоюз в аэропорту Мюнхена его задержали немецкие таможенники, которые стали предъявлять к нему претензии, что он не задекларировал предмет роскоши, ввозимый в Евросоюз. И таможенники, как утверждают очевидцы, устроили какой-то спектакль. И по мотивам этого задержания, говорят, можно будет снять комедию. Они продержали Арнольда 3 часа в аэропорту, придираясь к нему, заставляя заполнять его разные бумажки, и в итоге взяли с него штраф в размере 35 тысяч евро. Но к чести
Арнольда нужно сказать, что он вел себя достойно, спокойно, не нервничал, ни с кем не ругался, ни с кем не ссорился. И в конце всей этой процедуры даже сфотографировался с поклонниками. А, кстати, эти часы он потом продал на благотворительном аукционе за 270 тысяч евро. А стартовая цена была 50 тысяч евро. И все вырученные деньги пойдут на помощь в борьбе против глобального изменения климата. Ну что, в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от -8 до +5, малооблачно. Спасибо тебе, Алиса. Окей. Ну все, опять у нас будет потепление, весь снег растает. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!